Я займу время и постараюсь доложить вам о той работе, которую выполняла Общественная палата за 2023 год. Добрый день, уважаемые участники пленарного заседания Общественной палаты. Разрешите подвести итоги работы палаты в 2023 году и оговорить планы работы на 2024 год. Для Общественной палаты уходящий год, год педагога и наставника и год труда прошел очень и очень насыщенно. Проведены десятки круглых столов, расширенных заседаний комиссий, общественных слушаний. Я остановлюсь только на ряде из них и на тех инициативах, которые войдут в летопись институтов гражданского общества нашей республики в 2023 году. Итак, конечно же, первое – это помощь специальной военной операции. Многие из вас, кто находится в этом зале, участвуют так или иначе, косвенно поддерживая ту ситуацию и специальную военную операцию, поддерживая бойцов, которые находятся сегодня на передовой. Год начался для Общественной палаты с того, что воскресный день, 8 января, в стенах Общественной палаты под руководством первого вице-премьера республики Дмитрия Садовникова общественники, члены правительства, администрации главы правительства встретились с ранеными в ходе специальной операции бойцами, членами семей, и члены Общественной палаты Вячеслав Летавин, Дмитрий Соловьев затронули организационные вопросы прохождения медицинской реабилитации, получения единовременной выплаты раненым. В встрече приняли участие представители Минздрава и Минтруда, которые прямо на месте провели консультации, ответили на все вопросы, которые прозвучали. И были озвучены инициативы общественников увеличения объемов помощи нашим землякам, выполняющим свою освободительную миссию на СВО. И как поделился один из участников данной встречи, боец, приехавший с СВО, он сказал, что в Общественной палате состоялась продуктивная беседа. Надеюсь, что нас услышали и в дальнейшем будет проводиться хорошая совместная работа. Хочу поблагодарить за открытый диалог. Я думаю, что это тоже есть определенная оценка труда многих. Буквально через 2 месяца член Общественной палаты Якутии Марина Бахилина вылетела в направлении проведения спецоперации. Год тому назад Марина Константиновна приняла участие во встрече с президента страны Владимира Путина с матерями военнослужащих. Я думаю, что вы помните эту встречу, видели ее. Сыновья Марины Константиновны избрали для себя мужественный путь. Они встали на защиту мирного населения Донбасса. Старший сын мобилизован в сентябре, является участником СВО. Средний сын кадровый военный, служит в ВДВ в зоне спецоперации с первого дня. В апреле 2022 года он был награжден орденом мужества. Выполняя воинский долг, был тяжело ранен, находился в реабилитационном военном госпитале. После завершения лечения вернулся на поля сражений, чтобы продолжать выполнение задач вооруженных сил Российской Федерации на Украине. Этот год Марина Константиновна провела в одном из населенных пунктов Херсонской области, помогая раненым, доставляя гуманитарную помощь и всеми силами поддерживая дух наших воинов. В марте, вы знаете, прошел гражданский форум «Человек труда. Новые вызовы и возможности» с участием главы республики Айсена Сергеевича Николаева. Форум собрал лидеров общественного мнения, активистов, общественников. Прибыли федеральные эксперты. На форуму были заявлены о старте предвыборной кампании на должность Илдархана. Гость форума, председатель комиссии корпуса за чистые выборы, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», в настоящее время член Общественной палаты Российской Федерации Булгакова Алена, провела стратегическую сессию развития Института общественных наблюдателей за выборами. В течение 2 дней на 5 площадках обсуждалось создание условий труда в арктических сельских территориях, действенные меры по содействию занятости населения, грантовая политика, проблемы развития местных товаропроизводителей, поддержка некоммерческого сектора, меры по повышению роли женщин в развитии общества и в целом качества жизни. И, конечно же, поднимались и рассматривались другие очень важные вопросы. Не обошли участники вниманием и тему патриотического воспитания подрастающего поколения, а также ряд других вопросов, связанных с главной темой форума.
По итогам форума была принята резолюция с предложениями. Ну, предложений было достаточно много, в том числе прозвучали такие: о создании Государственного общественного совета при главе республики по укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, о финансовой поддержке в части развития национального корпуса якутского языка и языков коренных малочисленных народов Севера, брендирование национальной продукции местных производителей, гибкой налоговой политики в отношении якутских предпринимателей, поддержка ТОСов, развитие сельского хозяйства, разработка комплексной программы сельское хозяйство в Арктике и многие другие вопросы. Над реализацией всех пунктов Общественная палата усиленно работала и продолжает работать, и многое из внесенного делается, конечно же, на уровне правительства республики. Общественная палата стала одним из инициаторов и организаторов собрания общественности по сохранению и укреплению традиционных российских и духовно-нравственных ценностей Пюмю. В его рамках подписано тройственное соглашение о взаимодействии по формированию межнационального согласия и укреплению традиционных семейных ценностей на территории региона. Свои подписи поставили председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей, традиционных ценностей Сергей Рыбальченко, министр по внешним связям и делам народов Республики Гаврил Кириллин, председатель Общественной палаты Николай Бугаев. Соглашение подразумевает совместную деятельность ради сохранения и укрепления традиционных семейных ценностей. Реализация соглашения состоится путем обмена информацией, организации совместных мероприятий, размещения материалов в СМИ. Ну и вы знаете, что президентом России следующий год по России объявлен годом семьи. В первых числах августа Якутск стал площадкой для проведения второго в 2023 году регионального форума Общественной палаты Российской Федерации сообщества. Основная тема мероприятия — «Сила России. Потенциал территорий как ключ к ее развитию». В самом масштабном мероприятии институтов гражданского общества приняли участие 2000 человек. Площадка форума сообщества стала местом действительно тестирования государственной политики в сфере комплексного развития Дальнего Востока, сверки взаимодействия между органами власти и гражданскими активистами, местом презентации самых ярких, самых успешных социальных практик и технологий некоммерческого сектора. В рамках двухдневной программы форума проведено десятки тематических треков. Это и территориальное развитие, это единство ради победы, общественный контроль, экология, некоммерческий сектор, благотворительность, университет, Общественной палаты РФ, демография, семейные новые ценности, взаимодействие с сообществами, межнациональные отношения и год педагога-наставника. На площадке форума участники обсудили вопросы укрепления единства национального народа, новаторские проекты благоустройства городов с учетом региональных особенностей Якутии, роль педагогов, студентов, родителей, вопросы координации повышения эффективности помощи участникам и многие другие. Я думаю, что вы в курсе и знаете, что интерес, хотя это было отпускное время, 1-2 августа, но тем не менее интерес общественности был очень большой, так как мы сказали, 2000 человек было задействовано в участии на площадках нашего форума, но кроме того, только на одной площадке общественный контроль, где касались вопросы проведения общественного наблюдения за выборами, смогли подключиться в прямой трансляции. Если в зале сидело 200 человек, то смогли подключиться к трансляции более 2000 человек, которые смотрели в режиме реального времени, наблюдали и слушали за тем, что происходит на этой секции. Несмотря на географическую отдаленность нашего региона, в Якутск прилетели представители общественных организаций из разных уголков России. Лицом к лицу смогли пообщаться представители Красноярского края, Еврейской автономной области, Хабаровского края, Республики Крым, Челябинской, Иркутской области, Москвы, Санкт-Петербурга и многие другие. Здесь, на площадке Общественной палаты, мы смогли сделать прием прибывших делегаций, и, кроме того, были подписаны соглашения о сотрудничестве с двумя общественными палатами, это Кемеровской области и Республики Крым. В республике начал работу региональный центр общественного наблюдения за выборами 2023 года при Общественной палате
С августа месяца этого года общественники проделали беспрецедентную работу по выборам, по набору корпуса общественных наблюдателей в регионе. И в Якутии было набрано самое большое количество наблюдателей, более 2000 человек. Они отвечали за честность, легитимность, открытость и законность за проведением выборов главы региона, депутатов Ильтумена, глав 9 районов и районных советов. Согласно российскому законодательству, общественный контроль за выборами, направление общественных наблюдателей на избирательные участки осуществляется Общественной палатой Российской Федерации и палатами субъектов РФ. Чтобы наблюдатели работали качественно, их необходимо было обучать, что и было реализовано на площадке нашей общественной палаты. Был сформирован корпус учителей, преподавателей по подготовке общественных наблюдателей, и с марта месяца наши педагоги, наши преподаватели в режиме реального времени с выездами по улусам и в режиме ВКС-связи смогли подготовить как я сказал, более 2000 наблюдателей, которые смогут участвовать и частично небольшая часть, вернее, 2/3 наблюдателей, которые были подготовлены, они смогут работать уже наблюдателями по выборам президента Российской Федерации в 2024 году. Ну и я думаю, что Общественная палата справилась с главной задачей сделать все необходимое для того, чтобы выборы прошли открыто, доступно, гласно и законно. И на сегодняшний момент единственным контролирующим органом по выборам в регионе стала Общественная палата, которая моментально в режиме реального времени могла контролировать все сообщения, которые появлялись в печати, на площадке, по крайней мере, города, и в режиме реальной связи мы отрабатывали с общественными советами на местах, когда можно было проверить любые поступающие сообщения, насколько они правдивы, фейковые ли это, либо подтвержденные нарушения или замечания, либо та информация, которая поступала с места, она сразу же находила достигала своей проверки. В 2023 году стартовал и успешно реализуется патриотический медиапроект «Свои». Вы, наверное, о нем тоже слышали. Авторы и организаторы этого проекта – член Общественной палаты России и Общественной палаты Наталья Кашперская. Этот проект признан рассказывать о жителях Якутии, чья деятельность, инициативы помогают улучшить жизнь окружающих. Это настоящие патриоты, которые в своем деле раскрывают многогранное понятие, как любовь к малой родине, с чего начинается, в общем-то, основа патриотического воспитания. Это с любви к своему Аллаху, к своей родине, к малой. Вот отсюда и начинается все. Именно такие люди стали героями патриотического медиапроекта, получившего название «Свои». На сегодня памятные значки получили первые 10 героев, а также координаторы и меценаты этого проекта. Вот Наталья Альбертовна не даст соврать, у вас уже пятая передача прошла, да? Так ведь? Вот, поэтому все это есть выложено в сети интернет, кто еще не знаком, кто еще не смотрел, я вас призываю посмотреть, ознакомиться с этим проектом, очень интересный. Весь 23-й год у нас Общественная палата являлась проводником региональных программ. Но в первую очередь по демографии на всех площадках шло обсуждение важных тем поддержки рождаемости, традиционных ценностей. Член Общественной палаты России, заместитель председателя Общественной палаты Республики Лена Ефремова принимала участие в мероприятиях по реализации федеральных проектов «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт как норма жизни», национального проекта «Демография», где широко информировала о государственной политике, которую ведет республика по обеспечению народосбережения, защите материнства и детства, поддержке семей с детьми, опережающему развитию социальной инфраструктуры. Ну и первыми задачами она обозначила снижение смертности и рост продолжительности жизни, поддержку активно-социального долголетия. Хочу отметить профессиональный подход председателя комиссии по демографии, социальной политике и детству Елены пропаганде трезвеннического
движение. Елена Карловна проделает большой объем работы на федеральном уровне, вплоть от Госдумы и Общественной палаты РФ. Ее материалы о территориях трезвости в Якутии использованы в качестве отдельной главы в специальном докладе Общественной палаты Российской Федерации «Демография 2030. Как обеспечить устойчивый рост населения Российской Федерации». Объем собранного исследования территории трезвости в республике богато иллюстрирован графиками, наглядно демонстрирует, что сокращение алкоголизации населения оказывает значимое влияние на сокращение смертности и рост ожидаемой продолжительности жизни. Хотелось бы отметить работу комиссии по делам Арктики, северным территориям и коренным малочисленным народам Севера. Руководит этой комиссией Августа Дмитриевна Марфусалова. В этом году значительно активизировалась деятельность комиссии. Одно из последних мероприятий – это проведение общественных слушаний на очень серьезную и важную тему «Капитальное строительство в Арктике» с участием народных депутатов Илтумен, профильных министров, ведомств, муниципальных образований. Комиссия по развитию сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, которую возглавляет Сергей Августович Сюльский, в прошлом народный депутат, глава Момского района, тоже без сомнений считается отработавшей на высоком уровне, и рекомендации, которые предлагаются комиссией, выполняются. Комиссия по обеспечению контроля за реализацией нацпроектов, которую возглавляет Валентина Ивановна Кириллина. В этом году вместе с членом комиссии Натальей Николаевной Чукавиной проведены ряд обследований учебных заведений города Якутска, школ номер 5, 12, 29. Выявлены недочеты, которые легли в основу пояснительной записки, направленной в Минстрой Республики. Завершая свое выступление, мне бы хотелось сказать, что 2024 год, следующий год, является и ставит перед нами общественники очень важные задачи. Самая важная из которых – это выборы президента Российской Федерации. Как мы знаем, 8 декабря в Кремле действующий президент страны Владимир Владимирович Путин заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента. Представители разных политических сил, общественных организаций, члены Общественной палаты выразили поддержку Владимиру Владимировичу, который пошел на выборы именно как самовыдвиженец. Россия сплотилась вокруг Владимира Владимировича перед лицом так называемого коллективного Запада с беспрецедентными 17,5 тысячами санкций, введенными против наших людей, против нашей страны. Мы выстояли все вместе и видим, что у нашего президента есть мощная программа развития. В этом году наша первейшая задача – обеспечить активное, беспристрастное участие представителей общественности в электоральных процедурах в целях обеспечения законности на выборах, обеспечения соблюдения законности, защиты избирательных прав. В этом, коллеги, состава первого, второго, третьего состава, мы на вас очень и очень надеемся, и надеемся, что мы будем вас привлекать как лидеров общественного мнения, как участников, тех людей, которые смогут вместе с нами, вместе в одной связке участвовать в предвыборной кампании нашего президента. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю благополучия вашим семьям, счастья, здоровья, мира.